друзья, на 5-й день мы вчера вечером приплыли сюда. Вот это место, метеорологическая станция Усть-Юдома. Здесь мне удалось выйти на связь с большой землей. Здесь есть мобильный интернет. Я подключился по Wi-Fi и отправил сообщение в службу МЧС о том, что я пришел в промежуточный пункт. До сюда получилось 240 километров по навигатору. И это только полпути, друзья. Сейчас наш путь будет пролегать вниз 200 километров по реке Майя. Вот видите, здесь стоят приборы. Работает метеоролог. Вот. И все. Вот такое место. Здесь, в этом доме, мы переночевали. Спасибо работникам Метео за предоставление услуг связи и жилища, крова. У нас ленок. Ленок схватил. Друзья, с утра вот начали наш сплав, только отъехали от Юдомы. Сразу первый леночек такой. Ну, он небольшой как бы, но на жареху, на нашу маленькую сковородочку, я думаю, пойдет. Давай берем. оставим. Давай. Есть опять. Еще один. Марин, да мы с тобой сегодня в ударе. О, полосатый. Берем полосатого. Не знаю. Че, одних клинков копим? Ага. Иди отсюда. Друзья, вот приходится иногда даже сильный встречный ветер. Мы заехали в такую протоку, пришлось лодку тащить. Ну, протащили буквально километра 3. Сейчас выйдем на ту сторону и пойдем вдоль того берега. Там как бы за мысом как бы ветер поменьше должен быть. Так, друзья, ну вот, к берегу я не стал приставать, потому что очень грязно, потом в лодку грязь эту всю тащить. Но здесь вот на устье вот такой ручья встали. В общем, отъехали от устья Юдомы и уже готовимся потихоньку к обеду, думаем про обед. И опа, смотрите, только закинул, представляете, сразу такая поклевочка, такая дикая поклевочка такая. Кто это? Я не знаю, кто это пока. Ну, судя по тому, как прям он агрессивно берет, это наш корефан. Опа, полосатик. Полосатик, друзья. Вот такой вот горбач, неплохой прямо вот. Вчера нам с Марией очень понравилась рыба. За несколько дней мы впервые, как говорится, так вкусно поели, да, Мария? Да. Ай! Друзья, очень аккуратно будьте, с лодкой аккуратно. Главное, чтобы лодку не повредить, потому что для меня самое главное лодка, конечно. У нее очень острые иглы, он пробьет вашу лодку сразу, то есть своими вот этими плавниками. Вот такие огромные горбачи, огромные просто. Держи. Ну, сейчас на обед надергаем. Слегка мы решили сделать малосолочку. Минуточку. А вот этих окуней, вот видите, как у меня сразу палец пробил. Прям в краях лишний.
окунечки. Ну а окуня будем, конечно, не знаю, давай пожарим. Там или что, вот, видите, рыба играет. Сейчас надергаем окушкочков на устье. Заброс, то есть. И сразу потянем. Окунь там стоит. Течение. Опа! Смотрите, красота какая. Пох! Прям агрессивный такой. Окушата все такие, окуни прям такие, я скажу вам. Хорошие. Это не окушата, это окушища. Да. Окунь хороший, друзья. Аккуратнее, Мария. И эту, смотри, могут пробить тоже. Ты лучше на землю как-то их ложи, на баллон лучше не ставить. Ага. Вот такая спрутовская троечка работает вообще идеально. Опа! Бородечка. Ну, катушка мультик, поэтому к ней надо маленько тоже привыкать. Вот смотрите, что творится, да? Видели, да? Далеко можно не кидать. Вот. Просто подальше кидаешь, потому что там крупные окуни стоят, вот, на глубине именно. У них тоже там своя иерархия такая, вот скажу я вам. Опа! Сюда иди. О, да. Есть такое дело. Все как на подбор. Давай. Заброс. Тук. Врешь, не уйдешь. Что там, сколько уже? Раз, два, три окуня. Один ленок. 3 окуня. Сколько нам надо на обед? Ну, штук 5 пойдет, наверное. Тогда это 4-й. Еще одного ловлю. Поехали, да? Ага. Так. А где же щуки-то у нас, а? Почему щуки нет, я не вижу. Догнал. Обед. Все, обед у нас есть. Да.
Спасибо. Вот такие красавцы, друзья, прям. Все как на подбор. Замечательный окунь. Просто. Вот, все. Буквально за несколько минут мы наловили нам на обед. Плыть нам еще далеко, друзья, поэтому где-нибудь остановимся, пообедаем. Вот. На обед у нас будет уха. Уха и, наверное, это самое сделаем. Остатки рыбы солим. Ага. Потому что окуней многовато. Ага. Окей. Обедаем на берегу реки Мая. До красивой горы осталось около 15, 10, 12 километров. Угу. Да, сейчас мы будем делать оладушки на воде. Кто сколько сделает. Ну давай. Ну давай первое. Почему я первая? Я даже еще камня не нашла. Ну, давай находим камень и вместе кидаем. Угу. Ты и я. Угу. Пойдет? Да. Ладно. Так, попробуем. Это был рекорд. Да. Ладно, я молчу. Мое уважение и почтение. Да ладно, поехали. Все, поехали. Ну вот, друзья, у нас существует поверье, если ты долго не бываешь на своей родной земле, где ты родился, по прибытию ты обязан посмотреть на свои родные места, на края, где ты раньше был, через камень, дырявый камень. И этот камень я нашел сегодня здесь, пока мы сейчас дурачились, кидали блинчики, вот, на берегу реки. Вот такой вот камень, обычный гранит, вот. Но в нем присутствует вот такая дырочка, прям внутри сквозь камень прошла. И вот здесь она выходит. Угу. Я посмотрел сквозь этот камень. Так вот. И это означает то, что духи земли нашей, вот, ну, вот этой местности, моей родины, как бы меня приняли. Должны принять. Так вот. Этот камень я оставлю себе на память. Гора красивая называется. Предлагаю сделать восхождение прямо на гору. Я сейчас подумаю. Комары. Столько комаров. О, так жарко стало прям. Солнце садится. Мы поднялись на гору. Провожаем солнце над рекой. Вот такая вот красота. Ну страшно. Мне, например, страшно. И комаров много. Стараюсь не смотреть вниз. А Слава тут как чубуку. Чувствует себя как, не знаю, дома. Он и поднимался как чубуку. А я чуть ли не на карачках.
Нашли солонец естественный в 2 местах. Ага, Здесь и там. ага. 2 оленя приходят и едят здесь. Солонец? Да, землю едят. А, в общем, это их Даже- место. Это их место, да? Да, даже, по-моему, большая, 2 больших оленя, да, 2 оленя ходят. 2 оленя ходят. Ну, следов тут много, ага. Итак, друзья, вчера вечером мы приехали на участок Чабда. Это метеогидрологический пункт. И вот здесь у нас работники, жители поселка нас очень приветливо вчера встретили, напоили горячим чаем. Сегодня мы позавтракали и отправимся дальше. Пораньше проснулись. И здесь вот довольно интересное место, друзья, на самом деле. Во-первых, речка Чабда является у нас таким ОПТ, особо охраняемой природной территорией, с отдельной зоной покоя, абсолютного покоя. И вот работники метеорологической станции также на берегу находят различные уникальные находки. Да, у нас приезжают тоже экспедиции разные, делают замеры, лягушек там, то есть все делают. И находят эти исторические ископаемых, трилобиты называются, Ничего себе. разных размеров, Ага. также. Вот, можно будет сходить посмотреть, Ага, где они ага. копали их, Да-да-да. может быть что найдем. Найдем сами, да, может что-нибудь? Опа! О, я же Да, говорю. ударчик был. Шла щучка. Щучка. Щучка шла, да, сейчас прям видишь, не успела схватить. Первая щука. А смотрите, а вода-то мутная. Вода там мутная, да, хоть вода и мутная, но рыба прям вот сейчас была. Вот. Ну, кот, посмотри какой, а? С нами ходит везде. О, это тот, у нас поболятник. Да ты чё? С нами ходит, надо гулять. Не, ну что-то как будто по дну как будто. Или что-то кто-то сидит, слушай. Смотри, кто-то есть. Вот елка. Сейчас, подожди. Погоди. О, даже далеко ехать не надо, вот лук. Что? А, лук? А, вот Да. видели, да, мы собирали его. Мы по пути там тоже рвали.
Ну как у вас там? Мир, дружба? Ну, видишь, он уже ко мне это самое. Во-во-во. Вот он. Котик. А, вот играет, ага. Уже со мной помирился, видишь, хочет это. Во-во-во. Чтобы я ему. А ты ему филешку достаешь? Да, я для него тут тоже работаю маленько. Видишь, он мне со мной. То собаки пристают, то кошки. И у нас животные. На, лови, ешь. Что будешь есть, сам выбирай. Филешку выбрал. Молодец, молодец, смотри-ка. Вот, друзья, окунь очередной такой вот небольшой, как бы красавчик. Мы его отпустим. Пусть плавает. И очередное доказательство, то, что тут было этот. Вот бабочка, если хорошо видно, вот верхний силуэт. Как правильно он называется, я не знаю. Я только вот верхний знаю, что это бабочка, а Ага. это как-то Давай помоем чуть-чуть. гусеница или так. Бабочка, да? Видишь? Вау! Почти Это такой же, бабочка. как у меня. Ну, Ага. это вот трилобит. Это вот Настоящий, трилобит. маленький такой, но... Размером чуть поменьше, чем у тебя, да? Ага, у меня чуть побольше, а это Ага. вот меньше. То, Можно что мы вам вчера рассказывали, это Ага. ну, не миф. Надо бы еще найти На этот память. изображение в книге, как это вообще в жизни они выглядели. Ну, это мы Ага. потом в интернете посмотрим по приезду там. Давай. Конечно, Ага. нельзя вам скажет, что мы вот нашли. Опа! Все. Отправляемся, друзья, все. Ага. Сегодня мы должны вечером уже ужинать дома. Банька, ужин. Все как положено. Интернет. Да не говори, главное, что интернет. Ну, Так, друзья, сегодня 8-й день нашего путешествия. Сегодня мы должны прийти в поселок Усть-Мая. С 7 часов утра мы на веслах. И вот приехали в такое место. Место называется Труба по-местному. Резкий изгиб по карте и поворачивает на северо-запад. мгм. И когда дует северный ветер, течение бьет, старается стремиться вниз, а ветер напротив. И получаются такие мощные волны. И вот эти скалы, вот эти вот, они идут вот так на протяжении 20 километров. И ветер, конечно же, тут как турбина у него получается. И за счет этого ее прозвали это место Трубой. Вот. Нам повезло, что мы попали в безветрие, но пока не знаем, какое там течение. Возможно, его там просто нету, и нам придется 20 километров маслать веслами. Вообще мы рассчитываем в ночь, в час или в 2 вернуться, ну как бы доплыть до пункта назначения. И это будет победа наша. Сегодня мы проплыли самое максимальное количество километров будет 95. Мы даже еду приготовили побольше, чтобы прям на ходу ее есть, просто не останавливаясь, не разогревая, ничего, так прям. Вот. Время уже 10 вечера. А нам надо еще переплыть Алдан на тот берег. Да, мы видим поселок, огни поселка. Наконец-то этот день настал. Да. Все. Это прибавляет очень много сил. Вид лампочек. Теплая кровать, чистая, горячая баня, горячая еда. Да. Нас все это ждет, друзья. Быстрый интернет, Наконец-то. вообще интернет в целом. Да. Так, ну вот, дорогие друзья,
Пристали мы к берегу поселка Усть-Мая. Сейчас вот время уже 11 ночи. Поселок еще не спит. Сотовой связи нету, но это нас не огорчает. Мы совершили очень длительный переход, и такое ощущение сложилось, что все 8 дней мы готовились для последнего марша рывка, переезд через реку Алдан, ну и устье Майи тоже своим плесом, слабым течением, вот таким вот длинными затяжными поворотами, за которыми ожидаешь уже появления поселка долгожданное. Вот. В общем, и по спальникам мы прогадали, вот, и по палатке. Если бы не эти избушки, мы бы, конечно, мы бы здесь сейчас не сидели бы, где-нибудь лежали бы больные, захворавшие, простывшие. А так, в принципе, все нормально, друзья. Так что всем спасибо. Путешествуйте. Можете пройтись по нашему маршруту, испытать все эти впечатления. Ну и мы прошли его за 8 дней. Это небольшой вызов. За сколько сможете пройти вы. Ну и пособирать, как говорится, трилобитов. Познакомиться с хорошими людьми, пообщаться. Вот. Ну все, друзья. Всем пока.